Я мальчишкой был, но все помню. Ходили тогда среди старших разговоры, что вот жалко, нет среди нас Мусы. Был бы он, было бы легче. Почему легче? Где этот дядя Муса? Взрослые говорили, что Мусу надо видеть, а так-то словами не объяснишь. Дядя Муса появился через год после смерти Сталина. Он приехал на новенькой, редкой тогда машине «Победе». При этом был в ватнике, галифе, тельняшке, наколках и с полным ртом стальных зубов. Старейшины начали совещаться с ним. Наши отцы и матери стали с раздумьем поглядывать на его победу. Что-то было в этой машине особенное. Как оказалось, дядя решил, и старейшины его поддержали, что пока длится неразбериха после смерти Сталина, мы все должны вернуться на родину, в Назрань. Дядя Муса раздобыл 200-литровую бочку, инструменты, походный инвентарь. Задние окна Победы закрыли белыми занавесками, чтобы снаружи не было видно тех, кто едет внутри. Где-то он достал крупномасштабную карту и часто просиживал над нею долгие вечера, тщательно изучая маршрут. И как только сошел снег, он ушел в первый рейс с еще оставшимися в живых мужчинами нашего рода. Потом он перевез бездетных женщин. Они должны были успеть засеять огород. Потом подростков. Потом женщин с ходившими детьми. Потом с грудными. Последними он перевез стариков и старух. Днем он вел машину по объездным проселкам, в обход городов и крупных населенных пунктов. Ночами же гнал по асфальту. Несколько раз ему не удавалось избежать встречи с милицией. И одному Творцу известно, как он отбалтывался. Раз в двое суток он останавливался где-нибудь подальше от людских глаз, чтобы поспать 2-3 часа. Он был молчалив и сосредоточен. До снега мы все вернулись на родину. Он сделал 27 рейсов, то есть 27 раз туда и 26 раз обратно. Больше 3000 километров в один конец, в набитой людьми и грузом Победе. Он проехал за 7 месяцев больше 160 тысяч километров, перевез почти 150 человек. Спас наш род, вернул нам всем родину. И когда он сделал это, он заснул и уже не проснулся. Победа выдержала, а его сердце нет.